Ночи вдруг поднимает нас, выходи с вещами. Куда? Не знаем куда. Всякое приходилось терпеть во время плена, но больше всего 7 заключенных пилотов под командованием Владимира Шарпатова морально подавляла неизвестность, погибнут они здесь или все же смогут вернуться домой. «Если я выживу, этот дневник будет тошно читать», писал еще в плену Владимир Шарпатов. Все это вошло в ленту документального фильма «Побег из Кандагара», который школьники смотрят вместе с героями России. То, что человек, описываемый в фильме, сидит здесь, в зале, вместе с ними, для ребят большая честь. То, что вчера казалось нереальным, сейчас уже осуществилось. Вчера я только смотрела, узнавала этих героев через интернет, да, а сегодня они перед тобой вживую и дают тебе советы и говорят, как все у них это происходило, как они героически боролись. И считаю, что это великая честь, что они приехали в нашу гимназию. Не дай бог потерять или родину, или свободу, а еще хуже, если и то, и другое, как это произошло в Афганистане. Это действительно настоящая беда. Поэтому берегите и свою свободу, и родину. Взлетишь, допустим, с Чукотки, идешь над тундрой, над горами, а ночью под тобой пролетел 1000-2000 километров, ни одного огонька. Понимаешь, что тут еще нога человека не ступала. Сколько здесь есть различных богатств, руд, нефти, газа и других полезных ископаемых не открыто. О герое России Владимире Шарпатове снимали не только документальные ленты. Его жизнь на экране проживает Владимир Карпатов в исполнении Александра Балуева, один из главных героев художественного фильма «Кандагар», снятого в 2010 году. Сам Владимир утверждает, реальная история пленных лишь чуть-чуть отражена в сюжете фильма, поэтому Владимир поделился с детьми воспоминаниями о настоящих событиях, которые происходили с ними в мельчайших деталях. Надо было думать, куда лететь, как лететь. Поэтому я после взлета набрал высоту 50 метров и так до иранской границы на 50 метров и шел. У меня размах крыльев 50 метров. Облетал барханы. Потом чуть не влетел этот смерч. И таким образом некогда было чувствовать. Абукар Хасанович Костоев проявил себя во время спецоперации. До сих пор не может выбросить из головы ориентировочные данные, по которым они разыскивали машину, начиненную 180 килограммами взрывчатого вещества. Оперативная группа Абубакара обнаружила и попыталась обезвредить автомобиль. Полицейские приняли удар на себя и тем самым спасли десятки, а может и сотни жизней мирных жителей. Ведь кто знает, где могла взорваться машина. В той спецоперации погиб друг Абубакара. Сам он был тяжело ранен. Сослуживцы даже не решались его трогать, боясь навредить. Начальник отделения подошел, смотрит на меня и видела. Смотри, говорят, ложите меня быстро в машину. Тоже испугался. Я говорю, что вы ждете, ложите быстро. И повезли потом. Где-то минут 30-40 я там лежал, истекая кровью. Конечно, смешного ничего не было. Да. Меня привезли в Служинскую церковь вместе с Магомедом. Магомед, оказывается, там скончался. Живые легенды и живые свидетели важных событий. Здесь сложно воздержаться от расспросов. Для учащихся Назрановской гимназии бесценно, что они могут пообщаться с героями лично. Если бы не было таких людей, то, возможно, мы бы забыли о настоящем значении слова «Родина», о подвиге, о победе. И мы должны всегда оценить этих людей. Герои Отечества на примере своих судеб пытаются донести до детей, насколько важно учиться, вкладывать усилия в самосовершенствование и быть патриотом своей страны. Самое такое главное наставление, которое хочется сделать вам, чтобы учились, занимались спортом, трудились физическим трудом, беспрекословно выполняли все просьбы и требования своих родителей, всегда были готовы бороться за счастье, за достоинство, за безопасность нашей страны. Взлетишь с Курильских островов, заправишь 90 тонн топлива, и пилишь над страной со скоростью 900 км в час. 1 час, 5 часов, 7 часов. У меня беспосадочные полеты до 11 часов было.
Вот уже все не имеет, и пятая точка, так называемая, уже куда из кабины денешься. Сидишь, пялишься на эти приборы, слушаешь там, вот керосин кончается, а Россия не кончается. Правильно. Абубакар Костоев и Владимир Шарпатов своим примером доказывают простую истину. Героями не рождаются, ими становятся. Нужно только найти в себе силы в самый ответственный момент поступить по чести и долгу. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. А вот герои России Алексей Чагин и Михаил Ланцев провели увлекательную беседу с гимназистами Карабулака. Ребята к этой встрече готовились с волнением. После многочисленных вопросов о жизни и службе этих смелых людей школьники провели небольшую концертную программу. Репортаж Руслана Албагачиева. Когда ты об этом читаешь или видишь по телевизору, или смотришь фильмы об этом, но когда ты разговариваешь с этими людьми один на один, это бывает, это просто не описать какие-то эмоции, ты бываешь под сильными впечатлениями, что ты можешь вот действительно задать, вот увидеть в глазах этих людей, вот в голосе этих людей, что они вот прошли через эти все тяжести. В зале не осталось свободных мест, пообщаться с живыми легендами страны хотят многие, но прежде чем школьникам дали возможность задать свои вопросы, героев попросили рассказать о своих подвигах. Меня зовут Кокроев Вафа. Вы когда-нибудь думали, что вы станете героем? Первый раз я встретился с героем Советского Союза на соревнованиях по боксу. Был турнир 40-летию Победы. Случилось так, что был удостоен этой высшей награды. И потом, когда вот уже с ним сидел за одним столом, и тоже этой мыслью, которую вот сейчас мне задали, да, молодой человек, я, конечно же, не мог подумать, я поймал себя на мысли, что не мог даже представить себе, что я буду сидеть рядом с героем Советского Союза за одним столом и видеть еще звезду героя. К этой встрече с настоящими героями школьники готовились загодя, поэтому и вопросов накопилось немало. Где служили, были ли ранения, ребят интересует все. Михаил Ланцев – участник второй чеченской кампании. В 2000 году его рота 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии попала под обстрел бандитов. Чтобы сослуживцы успели уйти, Михаил остался прикрывать товарищей. За этот мужественный поступок был награжден звездой героя. Мы до детей хотим донести, что такое патриотизм, что такое, как любить Родину, как себя вести в жизни. Раньше, буквально 10 назад, было такое мнение вывести подростков, детей с улицы. Теперь актуально уже становится оторвать детей от компьютеров. Вот они, герои России, чьи имена высечены на мемориальных плитах в Ярославле, которые, не щадя своей жизни, стояли на защите интересов нашей Родины. Когда-то они также сидели в зале и слушали героев другой войны, а сейчас дают советы подрастающему поколению. И глядя на них, мне самой хочется поступить в военную академию. Тоже, как и они, спасать людей, помогать строить светлое будущее. Алексей Чагин впервые в Ингушетию приехал 19 лет назад. По дороге на Моздок, недалеко от Малгобека, его колонна попала в засаду бандитов. Спастись удалось не всем. Раненый Алексей держал оборону до прибытия подкрепления. Очень приятно, что через 19 лет вернуться в Ингушетию, что республика процветает на самом деле. По тем, что раньше было. Республика мирная, очень дружелюбная. То есть можно спокойно проехать. Ну, раньше еще греха таить. Спокойно не заедешь, не пройдешь. Такое было. В военной форме не покажешься. Правильно. И сейчас я смотрю, очень все здорово. Молодцы. Молодцы. Дай бог, что дальше все это только укреплялось. А далее школьники организовали для гостей небольшое представление, где свое искреннее спасибо ребята выразили патриотическими песнями и стихами. Руслан Албагачиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Герои Отечества посетили Горский кадетский корпус. Гостям провели экскурсию по военному учебному заведению. Затем прошла встреча с курсантами. Для ребят она была знаменательной. Сюжет Заремы Ивлоевой.